Сәлемет сізбе. Здравствуйте. Вы на канале Учи казахский Сажар. Здесь мы учим казахский язык легко и понятно. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ, как русскоговорящие могут быстро запоминать казахские слова, быстро наработать себе лексикон и быстро начать понимать и разговаривать на казахском языке. Проверьте, посмотрите, примените этот метод и обязательно напишите мне об этом, что у вас получилось. А мы будем запоминать сегодня такой глагол «срау». «Срау» – это неопределенная форма глагола. На русском это «спрашивать». «Срау» – «спрашивать». И, как обычно, мы будем рассматривать от первого лица «мен», «срайман» – «спрошу» или «буду спрашивать», «срамайман» – «не спрошу» или «не буду спрашивать». Я подобрала вот такую картиночку. Вот. Непонятно, кто у кого спрашивает. Ага, ну, спрашивает, потому что здесь, видите, знак вопроса. И, как обычно, мы начинаем составлять предложение с первой формой, утвердительной формой этого глагола. Мен срайман. Когда мне что-то непонятно, я вот, например, учу сейчас на курсе нейросети, да, когда мне что-то непонятно, я вообще без стеснения срайман, мен срайман. Я начинаю писать, я начинаю там задавать вопросы, а почему вот это вот так, а вот это как вот так сделать, а почему вот это не получается. Вот, и это важно. Это важно в любом обучении, когда человек, который учится, он может быть в состоянии менсрайман. Так, многие люди даже не могут спросить какую-то дорогу, потому что они очень стеснительные, и они не могут сказать, подумать менсрайман. Очень стеснительные. У них общение заблокировано, да? Вот. Но нынешний век – это век технологий, это век обучения, век любой информации на твой вкус, по твоему запросу. Ты можешь получить, в принципе, любую информацию, поэтому если у какого-то человека есть проблемы с общением, то он может это уладить. Он может поучиться, он может записаться на курс по общению, он может натренироваться. Это все можно уладить. На этой планете есть все технологии, любые технологии на решение любого вопроса. Я в этом уверена, я это знаю. Просто нужно искать. Вот. И я с детства всегда сама себя даже, вот мен сұраймын өзімді, сама себя, да? В чем же цель моей жизни? Как мне дальше жить? Куда мне двигаться? Как мне выстраивать свою жизнь? Я думаю, что у любого, более-менее здравомыслящего человека нет-нет, возникают такие вопросы. И мне кажется, это очень даже нормально. Вот. И никогда не зазорно сказать кому-нибудь «мен сұраймын», я спрошу вас. Или я хочу спросить вас. Нет, не хочу. Хочу там чуть-чуть другой глагол, дополнительный глагол подсоединяется. Я спрошу вас. Вот. Когда парень делает предложение девушке, он думает, я мен сұраймын, согласна она выйти за меня замуж или нет. Вот. А девушка потом должна подумать, вот, будет она давать согласие ему или нет. Вот. У меня была подружка, которая пекла шикарные медовики, и они медовые торты, и они были настолько воздушные, вот настолько там такие пузырчатые, да, вот. И
я все время думала, менсураймен рецепт, да, ну и не успела. Она, к сожалению, покинула тело, и я не успела это сделать. Вот так вот за работой, за повседневными делами, за беготней, да, за семейными всякими ситуациями, да, вот, и ты даже не можешь вот, ну, как бы, ну, достичь вот такой вот цели, да. Вот. Мне очень, конечно, хотелось бы научиться, но я так и не успела. Вот, что еще можно сказать? Кстати, вот как преподаватель с большим стажем могу сказать, когда студенты вот находятся вот в таком состоянии, менсураймен, да, это сигнализирует о том, что они действительно что-то пытаются изучить. Когда студенты сидят вот в таком состоянии со стеклянными глазами, да, это в основном говорит о том, что они уже на первом предложении уже ничего не поняли. Их нужно возвращать туда, в начало предложения, в начало главы или в начало темы. Вот. И когда мне очень нравятся студенты, которые говорят, менсураймен, ага, я спрошу, ага, вот. Ну, может быть, стилистически неправильно сейчас это звучит, это не важно. Угу. Вот. Менсураймен думает, менсурайм, да, вот так. Это хороший показатель. Это хороший показатель, когда у человека есть вопросы, это всегда хороший показатель. Это говорит о том, что он думает, анализирует при обучении, да, он уже что-то, какая-то умственная деятельность происходит при этом. Ну вот, составляйте свои собственные предложения на этот глагол в достаточном количестве полноценных предложений. Обязательно. Это важное условие. Если вы не хотите снова возвращаться когда-то к тем словам, которые мы уже с вами прошли, пожалуйста, составляйте достаточное предложение. Вот просто для интереса попробуйте. Пусть это будет много предложений, да? Пусть. Но зато вы это слово на всю жизнь запомните. Угу. И напишите мне, что у вас получилось. Я вам прям призываю. Я понимаю, что не у всех, возможно, есть свободное время, да, или не все заинтересованы в том, чтобы изучить казахский язык, да. Но если вы смотрите мой канал, значит, это вам интересно. Попробуйте. Это очень хороший действенный метод, но его надо применить. Чтобы он сработал, обязательно нужно применить. А мы с вами переходим ко второй форме этого глагола менсурамаймен. То есть я не спрашиваю и я не буду спрашивать. И составляем предложение с ним. Менсурамаймен, как его зовут даже, потому что он мне неприятен. Вот. Некоторые люди, вот я, например, в молодости была очень стеснительная и такая, думаю, нет, я даже Сурамайман, какая там остановка, примерно знаю, как она визуально выглядит, и вот так смотришь, короче, в окошко автобуса или трамвая, вот как выглядит вот эта остановка или эта остановка, вот нет бы спросить, да, вот это вот какая остановка там, я не знаю, какая-нибудь Розбакиева, да, вот, но видите, к сожалению, наши тараканы в наших умственных каких-то клетках или шкафах, да, или но они иногда перебарывают. Вот. Некоторые школьники боятся спросить учителя, и так и уходят с непонятым материалом и думают, ой, я боюсь менсурамаймана, если я сейчас спрошу, она меня отругает. Ну, даже есть такое, кстати. Вот. Что еще? Менсурамайман у папы денег на новую сумочку, потому что я у него уже недавно просила на ткань. Это была ситуация в молодости, к примеру, да? Или
когда я не в духе, короче, не в настроении, моя дочь такая сидит и думает, так, я лучше Менсура Майман, деньги у мамы, я лучше это попозже сделаю, или вечером, или завтра, а то она меня отчитает. Вот. Так. Интересно, как, вот сейчас я думаю, да, как вот люди, например, раньше делали хадж, да, вот, к примеру, делали хадж, да, и это сколько-то километров, это же, наверное, 5000 километров нужно было пройти на лошади, ну, пусть верхом на лошади, там, или на верблюде, или на чем-то, да, или пешком, да, вот. Интересно, как они спрашивали дорогу, куда правильно идти? Интересно. Вот, и я такая подумала, что даже они думали, я хочу бы спросить у кого-нибудь, ну у кого там спросить дорогу в Мекку или в Медину, да? И поэтому Менсура Майман, поэтому я не спрашиваю. Вот, вот на такой шуточной ноте я заканчиваю объяснение второго глагола. Теперь ваша задача составить достаточное количество предложений, так, чтобы это слово навсегда уложилось в вашей памяти и больше никогда вы не забывали его. Плюс самое главное, что вы с легкостью его использовали. Вот. Этот способ работает. Пожалуйста, проверьте этот способ. Ага. Но просто нужно достаточное количество предложений. Вот и все. Вот, спасибо вам за то, что смотрите меня, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня, делайте перепосты. Для меня это очень все важно и очень приятно. Большое вам спасибо. Сау болыңыз. До свидания.